последнее время появилось много так называемых гидов из России, которые проводят экскурсии и при этом искажают историю Абхазии, обычаи народа, более того, рассказывают мифы о республике, выставляя ее в невыгодном свете, что сказывается на имидже страны. Для недопущения таких случаев депутаты парламента Абхазии внесли ряд изменений в некоторые законодательные акты республики в области туризма, в соответствии с которыми осуществлять экскурсионную деятельность могут только граждане Абхазии. Также деятельность экскурсоводов без аттестации или с ее нарушениями будет наказываться штрафом. Сотрудников министерства уполномочили правом штрафовать нелегальных экскурсоводов. На первый раз штраф 18 тысяч, при повторном нарушении закона штраф уже будет в 2 раза больше, от 30 тысяч рублей. Согласно новому закону, основным регулятором туристической деятельности, в частности экскурсионной, выступает Министерство туризма. Так, с 22 июня начались рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности МВД и госавтоинспекции по пресечению деятельности нелегальных экскурсоводов. Систематические проверки будут проводиться, но с таким условием, чтобы нелегалы не могли понять, в какой день где находятся сотрудники. То есть либо на Бзыбском, либо на Мачарском посту, либо на КПП Рицы, либо где-то еще Миссер и так далее. С 9 утра на Бзыбском посту уже работала группа. Сотрудники останавливают спринтеры и минивены и проверяют экскурсоводов на наличие соответствующих документов, которые дают им право работать. Министерство туризма. Очень приятно. Документ почему? Документ Ходяхамов. Бейдж. Бейджики путевка. Так. Пожалуйста. У меня и прошлогодние, и в этом году, которые. Решеты. Решеты, путевка Абара-Регион. За минимальный срок времени было выявлено более 10 спринтеров, где экскурсоводами являются граждане Российской Федерации, которые не прошли аккредитацию соответствующую. Нет никаких знаний в области культуры Абхазии, истории Абхазии. Рассказывает сценарий в среднем между сценариями Джеймса Кэмерона к фильму «Аватар» и что-то между комиксами Walt Disney Pictures, то есть мультяшные какие-то там, не знаю, персонажи, рассказы выставляют абхазов в ненадлежащем ракурсе. У нас очень большой видеоматериал, где они оскорбляют нацию, где плохо отзываются про абхазов. Мы не можем допустить это. И это первая, кстати, рейдовая операция. По словам члена профсоюза экскурсоводов Абхазии Камы Мукба, у лжегидов есть подготовленный шаблонный текст. Они говорят, что экскурсия якобы для друзей или родственников. Однако в ходе проверки выясняется, что они работают незаконно. Они сказали, что приехали из Геленджика пообедать в ресторане «Скриль», то есть с этой целью. Когда уже просили группу, сказали уже правду. В следующий раз также сказали, что трансфером заезжают сюда, но выяснилось, что экскурсия. То есть изначально первые секунды ты слышишь только вранье, подготовленный шаблонный текст, а потом, когда уже начинаешь вступать в диалог, ты понимаешь, что человек сам говорит уже на сознательном уровне правду. Может, атмосфера на него влияет или еще какие-то другие факторы, но изначально они говорят неправду. Наша съемочная группа также посетила Ритинский реликтовый национальный парк. Как известно, этот парк остается одним из самых популярных туристических направлений Абхазии. Большинство туристов хотят попасть именно сюда. Нужно отметить, что за состоянием парка здесь следят круглый год, но в летний период работы ведутся особенно активно. Все работы по хозяйственной части уже выполнены. На территории парка провели ремонтно-восстановительные работы дорожного полотна, а также заменили дорожные знаки и разметки. Дорогу мы подготовили, каждый водитель сегодня доволен, знаки дорожные подготовлены, все информационные знаки на своих местах, все реки обозначены, все территории обозначены. Но вы знаете, как особо таких проблем в этом году не было. Единственное, если вы заметили, по дороге на 7-м километре, это территория Бзыби, не относится на территорию парка. Но все туристы и местное население проезжают. Естественно, на 7-м километре у нас там обвал, почти полдороги ушло. Мы будем в ближайшие дни делать это все. Естественно, это поручили национальному парку. А в остальном я бы не сказал, что какие-то проблемы эта зима нам принесла. Дорожные полосы, которые есть,
мы фактически стоим в очереди. Не то, что мы не успели сделать. Ну, они как бы по очереди. До нас, я думаю, на этой неделе уже дойдет очередь, чтобы ограничительные полосы сделать по дороге до Рицы, ну и до стоянки, естественно. Достопримечательность, пользующаяся популярностью, необходимо содержать в чистоте. Это понимает и руководство Ритинского реликтового национального парка. Незахламленная мусором и бытовыми отходами обочина дороги свидетельствует, что соблюдение порядка и чистоты на территории парка в приоритете. Вместе с тем, здесь следят и за безопасностью туристов. Вся ответственность на инспекторах лесного хозяйства. Насчет безопасности скажу я вам так. По машинам, да, вот, например, туристы, которые заезжают, у нас есть бригады, это с Бзиби, ГАИ, и с Гудауты, которые разделены по всей территории национального парка. Вот. А касаемо безопасности, у нас работают инспектора лесного хозяйства на всех направлениях. Это Гекский водопад, это Куш-Бояршинское лесничество, это вся протяженность трассы у нас на Каменном мешке, на Рицах, на Ватхаре. И у нас сделаны смены. Где-то у нас по 5 человек, где-то по 3. Это все зависит от территории. Подъезжая к смотровой площадке над озером Рица, замечаешь, что гостей в этом году значительно меньше. Но в последние дни наблюдается хороший наплыв туристов, говорят работники парка. Туристы наслаждаются видом природной жемчужины Абхазии, катаются на катамаранах. Запечатлев все это на фотоаппарат, они могут посетить лавочки с сувенирами, посидеть в кафе и насладиться местной кухней. Мы отдыхаем здесь уже 4-й день. В Пицунде остановились. Вот. Нам очень нравится природа, невероятно. Рица, конечно же, восхищает своими красотами. Вы первый раз в Абхазии? Да, я да. Что еще планируете посетить? Так, на Новом Афоне мы были. Ну, наверное, будет пляжный отдых. Может быть, что-нибудь по дороге. Горячие источники мы еще думали. Что больше всего вам понравилось? Наверное, природа. Все прекрасно. Сгорели, не привыкли к такому климату. Очень добродушные местные жители. И развивается только в лучшую сторону туризм. Мы были в 2016 году последний раз здесь. Конечно, выросла инфраструктура, чуть лучше стала, отели лучше стали. То есть, в принципе, все замечательно. Спасибо. Очень нравятся ваши люди. Очень хорошие люди у вас. Прям такие душевные. Такого уже мало где встретишь. Что нравится? Море нравится, природа нравится. Я здесь уже 3-й раз в Абхазии. В 2006 году мы были, больше 10 лет. И были поражены вот этой красотой природы. Люблю горы, и поэтому очень здесь нравится. Вот сестру привезла. Посетили почти все, кроме альпийских лугов. Никак не попадем на цветение тюльпанов черных. Нам очень-очень нравится, хотим еще. Я вообще хочу туда переехать, у меня уже такое желание уехать точно. Также туристы могут посетить Ауатхару, перевал Пыв или же Альпийские луга. Дорога открыта и расчищена. Лаура Капш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.